Как правильно развернуться на перекрестке с разделительной полосой? По большому или по малому радиусу? А как обычно разъезжаются на таких перекрестках? Некоторые разворачиваются по малому радиусу. И есть те, кто по большому. Правильно выбрать траекторию при проезде перекрестка с несколькими пересечениями проезжих частей. Для начала вспомним, где находятся границы перекрестка и границы пересечений проезжих частей. Согласно пункту 1.2 правил, перекресток – это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими, соответственно, противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка, начало закруглений проезжих частей. Теперь рассмотрим пересечение проезжих частей. Здесь проходит первая проезжая часть, а здесь вторая. В том месте, где они совпадают, и есть пересечение проезжих частей. Если же на перекрестке какая-либо из дорог имеет две проезжие части, то и пересечение проезжих частей будет тоже два. И, к примеру, знаки 4.1.1 по 4.1.6, а также 3.18.1 и 3.18.2 действуют только на первое пересечение, перед которым они установлены. В данной ситуации пересекаемая дорога имеет две проезжие части. На перекрестке перед первой проезжей частью установлен знак 3.18.2. Он запрещает поворот налево, но не на всем перекрестке, а только в первое пересечение проезжих частей. При этом повернуть налево во второе пересечение на данном перекрестке не запрещается. Так же, как и не запрещается поворачивать направо, но направо можно повернуть только в первое пересечение, так как перед вторым установлен знак 4.1.5, предписывающий движение прямо или налево. Вернемся к перекрестку с одним пересечением проезжих частей. Траектория поворота налево на нем может быть как через центр перекрестка с разъездом со встречными автомобилями левыми бортами, так и правыми бортами, не доезжая до центра перекрестка. Чаще всего именно так и получается разъехаться, иначе образуется затор. Однако, если на перекрестке два пересечения проезжих частей, то на участке между пересечениями находится встречная полоса, выезжать на которую запрещает пункт 8.6 правил. Соответственно, проезжать такой перекресток разрешается только через центр, по так называемой дальней траектории. Аналогичная ситуация возникает и в том случае, если мы двигаемся по дороге, имеющей несколько проезжих частей. Со встречными автомобилями разъезжаться нужно по дальней траектории. При развороте на таких перекрестках, двигаясь по ближней траектории, мы тоже окажемся на встречной полосе. Соответственно, выполнять его нужно только по дальней траектории. Однако, если мы двигаемся по дороге, имеющей одну проезжую часть, то выполнять разворот можно и в пределах первого пересечения проезжих частей. Также есть перекрестки, конфигурация которых позволяет выполнить разворот, не заезжая даже на первое пересечение. В таком случае нарушения не будет при развороте по ближней траектории. Конечно, на загруженных перекрестках с интенсивным движением бывает сложно выполнить разворот или поворот налево по дальней траектории, прежде всего потому, что нетерпеливые водители начнут поворачивать налево левее от вас. Только она делит одну проезжую часть на несколько, так как разделительная полоса не является проезжей частью. И если у нас разделительная полоса поделила одну проезжую часть на несколько, то на данном перекрестке у нас теперь два пересечения проезжих частей. И вот этот прямоугольник мы не закрасили. Почему? Потому что здесь одна проезжая часть с другой не пересекалась. А вот этот прямоугольник какой проезжей части принадлежит? Дороге номер 1 либо дороге номер 2? На дороге номер 2 в данном месте присутствует разделительная полоса. И если здесь разделительной полосы нет, значит этот прямоугольник принадлежит дороге номер 1. То есть здесь точно такая же линия разметки, хотя мы ее в реальной жизни можем и не наблюдать. И еще раз, как выполняется разворот? Из крайнего левого положения. Я в крайнем левом положении? Да. Куда? В любую попутную полосу. Выбрал две попутные полосы. Второе правило.
при выезде с пересечения проезжих частей не оказаться на полосе встречного направления. По какой траектории могу развернуться? По траектории 1, либо по траектории номер 2? Конечно, по траектории номер 2. Так как если я буду осуществлять движение по траектории номер 1, то при выезде с первого пересечения проезжих частей я окажусь где? На полосе встречного направления. А движение по полосе встречного направления, там где это запрещено, карается всегда одним наказанием – лишением водительского удостоверения. Поэтому в данной ситуации необходимо разворачиваться по траектории 2. Если внутри перекрестка есть разметка, все вопросы отпадают. Разворачиваться и поворачивать налево можно только по большому радиусу. Иначе вы окажетесь на встречной полосе. Много вопросов как раз и появляется на перекрестках, где такой разметки нет. Давайте на них остановимся поподробнее. Водитель планирует развернуться, и перед ним стоит вопрос: по какому радиусу? Сразу стоит сказать, что в правилах этот момент не прописан. Можно вспомнить пункт 8.6, где говорится: поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Вот пересечение проезжих частей, а вот где можно выехать на сторону встречного движения. В Кыргызстане нужно также учесть пункт 13.3, где сказано, что при повороте налево или развороте центр перекрестка должен быть справа. Это означает, что повернуть налево и развернуться нужно по малому радиусу. Кстати, в России пункт о центре перекрестка справа давно убрали. Поэтому правила в России не запрещают разворот ни по малому, ни по большому радиусу. Итак, подведем итог. Разворачиваться в Кыргызстане можно только по малому радиусу, так как разворачиваясь по большому мы нарушим пункт 13.3. Поворачивая налево по малому радиусу мы нарушим пункт 8.6. Если учесть сторону встречного движения внутри перекрестка. А поворачивая по большому мы нарушим пункт 13.3. Получается, что при повороте налево водитель независимо от траектории будет нарушителем. Теперь несколько слов о том, как безопасно развернуться или повернуть налево на перекрестках с разделительной полосой. Если есть такая возможность, лучше развернуться до начала границы перекрестка. Так мы никому не создадим помех, и для нас разворот будет достаточно безопасным. Разворачиваясь по большому радиусу, автомобили закрывают путь друг для друга, образуя такой замкнутый круг, выехать из которого достаточно проблематично. Если поворачивают 2-3 машины, не беда, разъехаться можно. Но если больше 3-4, то мы упираемся в тех, кто упирается в нас. Поэтому на большинстве таких перекрестков практичнее все-таки разворачиваться или поворачивать налево по малому радиусу. Так мы не будем создавать помех для других поворачивающих в этот момент автомобилей. Но нужно быть очень внимательным и перед маневром убедиться, что путь свободен. Совсем иначе дело обстоит на нерегулируемых перекрестках. Так как здесь движение не регулируется светофором, водители используют этот участок как буферную зону. И проезжают перекресток за 2 этапа. Поэтому на таких перекрестках безопаснее будет поворачивать налево и разворачиваться по большому радиусу. Конечно, мы рассмотрели далеко не все нюансы, однако уже можно сделать вывод. Правила дорожного движения не дают однозначного ответа на вопрос, как нужно проезжать такие перекрестки. В последнее время инспектора не останавливают тех, кто разворачивается по малому радиусу. А если говорить о безопасности, то, наверное, самый лучший способ это проехать так, как двигается основной поток.
чтобы не создавать стресса другим и себе тоже. Как развернуться в разрыве разделительной полосы? По короткой или длинной траектории? Чтобы появился перекресток, нужно, чтобы две дороги пересекались в одном месте. А в разрыве разделительной полосы второй дороги нет. Разрыв находится внутри одной дороги. Поэтому разрыв в разделительной полосе не является перекрестком. А значит, здесь не действуют правила проезда перекрестков. Это означает, что развернуться в разрыве разделительной полосы можно как по большому, так и по малому радиусу. Однако большинство разворачиваются по малому радиусу. Это более логично и безопасно. Разворачиваясь по короткой траектории, мы не создаем помех для тех, кто также разворачивается со встречного направления.